Пандусы для колясок, бескондукторные кассовые аппараты, 25 сидений и место для 75 пассажиров стоя. 3 новых автобуса МАЗ для городских пассажирских перевозок взяты в лизинг частной компании на 5 лет. Стоимость каждого более 6 миллионов рублей. Мы заплатили 10% первоначальный взнос. Мы еще весной просили нас профинансировать один из банков. Так мы и не получили добро. Ну вот сейчас уже через лизинговые компании пытаемся их закупать. С этим приобретением теперь на городских маршрутах будут работать 5 автобусов. Напомню, в феврале этого года исполком набережных Челнов снял с маршрутов и вернул КАМАЗу 190 нефазов, взятых в лизинг. Причина – долги по платежам свыше 700 миллионов рублей. Весь груз перевозок взяли на себя микроавтобусы, что вызвало много жалоб у горожан. Даже с грузом едешь куда-то, в газельку ведь не залезешь. Особенно час и пик. Нужны эти автобусы большие. Потому что вот действительно газельки, вот, я почему на них не езжу? Потому что мы пенсионеры, понимаешь, они так косо на нас смотрят. То, что для комфортного передвижения челнинцев нужно больше вместительных автобусов, признают и городские власти. Эту проблему собираются решать поэтапно. Тем более на рынке появился монополист. Мелкие компании-перевозчики объединились в одну и теперь взялись выполнять социально важную задачу. Это будет постепенное, постоянное пополнение автобусного парка. Первый шаг мы сделали. В ежедневном режиме проводятся у нас встречи, где мы обсуждаем, как продвигается ситуация по лизингам, как идет ситуация по кредитам. Как ожидают, еще одна партия больших автобусов может поступить уже в этом месяце. 3 же уже приобретенных автобуса должны выйти на маршруты в ближайшие дни. Дмитрий Аринель, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.